Генеральный партнер телепроекта «Просто вкусно» – компания Тескома. Тескома – идеальный подарок себе и своим близким. Огромный ассортимент и изумительное качество. Тескома – все лучшее дома. Всегда актуальный и желанный подарок от магазина посуды Тескома. Тескома – все лучшее дома. Ждем вас в ТЦ «Атлант» первый этаж и в ТЦ «Урасамол» первый этаж. Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане «Просекко-бар», и у нас сегодня в гостях замдиректора мединститута Северо-Восточного федерального университета Любовь Садыкова. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашем кулинарном ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Я смотрю, у вас рыба, рис, что будет? Да, сегодня мы будем готовить рыбный пирог по рецепту моей мамы. Мне очень хотелось как бы увековечить рецепт моей мамочки. Ее уже 10 лет нету со мной, но вот мне бы хотелось, чтобы все знали ее рецепт, пользовались и вот продолжила. Согласитесь, что мы все родом из детства, и вот то, что мы вкушали в детстве, какие-то такие вот эти семейные теплые воспоминания, да, и вы решили вот так сделать, да? Да. То есть вы вместе с мамой, скорее всего, это же готовили? Ну, мама всегда готовила на праздники рыбный пирог, и все наши родственники, друзья, родители всегда ждали этот пирог. Да, и многие просили рецепт, и я, конечно, принимала тоже участие, а вот сегодня я хочу вот полностью его как бы восстановить и представить вам вот в таком виде, как я видела у мамы. Да, давайте приступать, тем более, что это, думаю, что долгий процесс, мы где-то будем брать паузы и все прочее, да. С чего начинается сейчас, наверное, тесто, да? Тесто делается на маргарине, поэтому нам надо будет растопить маргарин. Да, ну, то есть мы включаем нашу плиту, да? Да. Я бы вас попросила помочь мне порезать лук. Почистить. Да, поплачем вместе. Да, порезать лук кубиком мелким. Ага, насколько мелким он должен быть? Ну, давайте вы начнете, я подскажу. Подскажем, да? Да. Знаете как, мне подсказали, есть такой хитрость, надо взять в рот водички, набрать, не проглатывать, и вот если резать так лук, то горячих слез не бывает. То вы избавитесь проверим от или нет, ну, точнее, правда это или нет, но мы можем это сейчас проверить. Давайте. А до этого, так как я не смогу говорить, я вам задам вопрос. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, как вообще? Как вы меня представили, я работаю в мединституте, и на самом деле я из семьи, значит, тоже врачебной и преподавательской. У меня отец профессор, и долго, очень, вот 50 лет он отдал жизнь родному университету. И получается, я тоже продолжаю работу по преподаванию. И на самом деле работать с молодежью — это очень классно. Достаточно мелко, смотрите? Да, нормально. Хорошо. Ну, действительно, да, помогает, оказывается. Ну, или лук такой попался. То есть у вас, вы учили в школе, у вас вопрос о том, чтобы какую профессию выбрать, куда пойти, вопрос не стоял? Да, вот если говорить вот о нашей семье, то получается старшая сестра на самом деле как бы особо не горела желанием быть врачом, а у меня вопрос не стоял, я как бы уже была уверена, и в старших классах я уже очень много обращала внимание на такие предметы, как химия, биология, да, чтобы подготовиться, да. То есть вы уже готовились, знали, куда будете поступать, готовились специально, да? Да. И как вам удалось? Сразу с первого раза? Я закончила школу с золотой медалью, поэтому мне было в этом смысле легче. Я, получается, сдала один экзамен по биологии и успешно поступила в наш мединститут, ну тогда Якутского государственного университета. Университет ЯГУ. Вот. А по окончанию я тоже, получается, я выключила, мы уже растопили
маргарин. И сейчас, чтобы дальше продолжить подготовку нашего теста, нам нужно будет взбить 2 яйца. Так. Там немножечко добавить сахар, буквально 2/3 ложки сахара. Подсластить чуть-чуть тесто, Чуть-чуть да? подсластить. Так. Вообще всегда в любом тесте, вот насколько я понимаю, замечательно, когда мы и подсаливаем, и подслащиваем Ну да, одновременно. кстати, да. Хотя вот вроде Как бы бы не парадоксально, вроде как бы сладкие булочки, но все равно тоже подсаливается всегда. Да, Чуть-чуть. да. Вот буквально 2/3 ложечки сахара. Соль мы делаем здесь Чуть-чуть. Да. чуть-чуть. Тоже как бы на ваш вкус, но мы понимаем, что это будет на все тесто, поэтому как бы Соли можно тоже чуть побольше. Да. соли можно чуть побольше. Потом она растворится, размешается. И здесь у нас будет еще момент, когда мы будем добавлять гашеную соду. Уксусом соду. Обычную берете пищевую соду и гасим любым уксусом, ну вот 9% обычным уксусом. Поэтому вот этот момент проделывается именно здесь, чтобы вот в горячем растопленном масле все это не свернулось. Да, конечно. Ну и на самом деле самое-то основное, что это тесто на основе кефира. То есть мы после того, как вот добавим гашеную, значит, давайте я вам помогу. давайте. Я, по-моему, тут немножко переборщила. Можно поменьше, уменьшить, да? И я сюда Да, наливаю. прям заливаете. Бикс. Замечательно. Много же не надо. Да, вот так вот будет достаточно. Да. Где-то я это посмотрел один раз. Это уже, наверное, не надо. Посмотрим. Сложим в сторонку. Да, и Соду. вот это мы перемешиваем здесь. И уже, наверное, будем в емкости, где будем готовить это тесто. уже, это сейчас надо нам? Да, я думаю, сейчас для теста нам Понадобится. понадобится. И уже смешиваем ингредиенты. Смешиваем ингредиенты и добавляем кефир, а затем уже будем добавлять муку. Так. Вот это кефир. Да. Держи ты. Обычный кефир. Обычный кефир. Я обычно беру молочный дождик 3,2%. Давайте мы, наверное, добавим вначале масло сюда. Масло. Просто Да, заливаем. прям заливаем. Вот так хитро я. Всё. И добавляем кефир. И кефир. Так, чуть-чуть оставили специально, да? Ну, вообще, как бы в рецепте кефир там идет стакан, а мы взяли полностью. Вот, И поэтому чуть меньше. да, поэтому чуть меньше. Ну и вот в эту замечательную смесь, которая у нас получается, будем поэтапно добавлять муку, Пока уже можно пока будет. не ощутим ту консистенцию, которая необходима. Тоже на глаз. Я делаю на глаз, а вообще в рецепте я как бы укажу, да, какие именно должны быть пропорции. Да, сколько как. Ну вот Но здесь у вас вот, уже набита рука. Да, ну, я бы не сказала, что настолько набита, потому что я это делаю не так часто. Но, тем не менее, как бы все-таки это не в первый раз, поэтому можно даже, наверное, так сказать. Не секрет, что всем женщинам приходится готовить. А вот некоторые приходят в гости и говорят, ну, я вообще не люблю готовить. Да, чистосердечные признания. Как в вашем случае? Ну, в моем случае я тоже не скажу, что я прям люблю готовить, но тем не менее я готовлю и иногда в удовольствие. Да, с удовольствием. Люблю все время что-то новенькое. Эксперименты. То есть эксперименты какие-то делать. И понимаю, что в принципе в любом случае Это мешать надо, да? это надо смешивать. Давайте тут Семена у нас с вами нету, Да. поэтому приходится самим. Так, видишь? Так. Скажу, что у вас лучше получится. Поэтому, да, любая женщина, конечно, готовит, Есть какое-то у вас фирменное являет. блюдо, которое говорят, вот, давай вот это
Вот в эти гости Очень любят мои оладушки. Почему-то считается, что они очень вкусные. Хотя на самом деле я тоже их делаю по маминому рецепту, и они у меня такие маленькие, и почему-то это очень пухленькие получаются. Говорят, у каждой хозяйки... Ну, конечно, да, у всех по-разному, да. Ну, то есть даже один и тот же рецепт взять, даже суп обычный, якутский, готовить вообще по-разному. Вроде как мясо с лапшой, с картошкой, но на выходе у всех по-разному получается. Даже чай люди говорят, заваривают по-другому. Да, наверное. Бабушкин чай вспоминает почему-то, вот, например, да? Наверное, имеет место какая-то энергетика человека. Да, видимо, так, есть какой-то такой аура. Да. И вот я по окончании мединститута мы отвлеклись. Выбрала специализацию эндокринологии. Да, вот, кстати, как вообще происходит выбор специализации? Ну, в шутку, медики же делятся на два. Те, кто режет, и те, кто не режет. Чуть ли не да, так, да? На самом деле раньше было понятие субординатура называлась. То есть это, получается, старшие курсы уже делились на 3 профиля. Это были терапевты, были хирурги и были акушер-гинекологи. И вот эти 3 потока уже со студенчества уже начинали такую направленность свою. Соответственно, ну, выбор уже будущей профессии, куда пойдут, да? А сейчас мы уже живем с вами в другой век, и у нас приоритет на то, чтобы обеспечить первичное звено. Да? То есть, получается, мы в первую очередь, и все наши учебные программы построены на то, что мы выпускаем участковых терапевтов. Участковых терапевтов. А терапевт это тот человек, который знает практически все, да? Да. То есть, на самом деле, это те специалисты, с которыми в первую очередь встречаются, да, все пациенты. Да. И, конечно, их количество всегда необходимо большое. Поэтому мы готовим участковых терапевтов, а в дальнейшем уже ребята после, окончания и отработав могут пойти в ординатуру, либо сразу идут некоторые, если в этом есть необходимость, потребность у практического здравоохранения. Почти все у нас студенты сейчас практически целевые, да? То есть нету такого свободного практически распределения. И я считаю, что это, в общем-то, правильно. Мы должны думать на 6 лет вперед о кадровом обеспечении, работать совместно с Минздравом. Немножко прогнозируя, учитывая статистику, динамику, да? Что, как, какие болезни больше будут преобладать, скорее всего. Да. Ну, какие-то центры, допустим, когда открываются, вот у нас онкологический центр, кардиоцентр открывались, мы, мединститут, активно участвовали для того, чтобы подготовить кадры. И, в программах ординатуры, например, там есть понятие контрольные цифры приема, мы уже учитывали открытие этих центров для того, чтобы подготовить именно специалистов для данных профилей. Как в вашем случае было? Вот вы выбрали эндокринологию, да? Это, если я не ошибаюсь, наука о железах, внутренней секреции, если говорить проще, о гормонах. О гормонах. Играй гормон. Да. Шутку, да. Кстати говоря, Петр, нынче у меня мои студенты-кружковцы делали квиз, и причем мне очень понравилось, что этот квиз был ими подготовлен самостоятельно, то есть я, получается, только подкорректировала вопросы, посмотрела, как это как будет. Консультант, да? Как консультант, то есть они полностью самостоятельно, когда вот молодежи даешь такую свободу, они очень креативны, они вообще молодцы на самом деле. И они сделали квиз, который назывался «Играй гормон». Играй гормон. Да, вы прямо угадали. Играй гармонь, а тут играй гормон. А тут играй гормон. И он состоял, по-моему, из 3 этапов.
очень много вопросов, и прямо приняли участие шестикурсники с 4 Ну, по такой 6 специалитет, ну, то есть обычному человеку там делать нечего, по большому счету. Нет, на самом деле это были студенты с 4 по 6 курс. Ну да, я имею в виду, что только медики готовы. Да, только медики, да, ну, конечно, но да. вот ребята очень оценили и попросили, чтобы это было уже на постоянной постоянной основе. основе. Да, конечно, Я да. думаю, в следующем году мы уже Это более же имеет и практическую лучше пользу. подготовимся. Да, Да, конечно. Потому что там был творческий подход. Ага. Мы там использовали еще один такой конкурс, как эндокринология в искусстве. То есть, получается, даже так? они разглядывали различные произведения искусства, картины и угадывали там эндокринологический диагноз. Да. Поскольку... Ну да. Ну, допустим, видят Мону Лизу, говорят, ну вот там Да, гипотиреоз. щитовидная железа, все Да, не в порядке. Да. Типа вот такого, да? Вот вся эндокринология, я всегда, вот когда студентам объясняю, говорю о том, что это, в общем-то, такие заболевания, которые очень ярко проявляются на внешности. На внешнем виде. На Да? внешнем Ну, то есть можно виде. человека... У вас, скорее всего, тоже же, да, у врачей... Ну, в любой профессии есть такая некая так называемая профдеформация. Вы видите человека и, скорее всего, уже начинаете думать, ага, ну Да, вот тут есть такое, очень часто бывает, красные что глаза пьет, ну, условно, да? Красный нос пьет. Что еще? Ну, а у нас в эндокринологии, значит, сразу мы можем определить там проблемы с гипофизом, с надпочечниками, с щитовидной железой. Поэтому действительно, да, очень интересная наука. Я на самом деле прям влюблена в свою специальность. Ага, поэтому ее, наверное, выбрали. Да. Да. То есть мы возвращаемся к тому, что почему вы именно эндокринология, да? Да. Так. Вот, практически тесто у нас готово, но я, наверное, еще немножечко добавлю муки, чтобы оно подойти, совсем не липло. Ага. А начинка у нас будет, вот я подготовила уже, Рыбу. Отварила рис. Вот рис отваренный. Да, так. и рыба. И, в общем-то, больше ничего. Конечно. У нас будут слои. Первый, значит, лук, потом идет рис. Затем мы укладываем посередине рыбу. Туда обязательно докладываем немножечко лаврушечки, чтобы был такой специфический вкус рыбного пирога. Куряный. И, значит, далее обратно идет рис, лук, и все это закрываем снова тестом. Тесто. Да. Что за рыба? Рыба чир. Так. Филе. Все-таки людям приятно кушать рыбный пирог, чтобы не было косточек. Нет, да? Поэтому, конечно, да. если вы хотите, чтобы ваш пирог был такое в удовольствие, то, конечно, надо постараться и удалить максимально те косточки, которые крупные. Вот. И тесто, соответственно, мы разделим на две части, наверное, две части, поскольку это будет как бы основание и покрытие. Мы разложили тесто. Да, и начинаем уже собирать пирог. Да. Что первым Нам делом? понадобится половина лука вот сюда. Да, давайте. Я вам вот так помогу. Ровно половину. Равномерно, да. Раскидайте. Ну, вот так сделаем. Да, вот таким образом, значит, мелко нарезанный лук будет у нас как бы первым слоем. Первый слой. И он должен отдать свои соки, видимо, да? Да. И дальше у нас пойдет рис. Рис. А рис тоже, видимо, половина, рис да? тоже по половинке. Первый слой, да, вот таким образом, как бы рис не жалеем. И самый важный слой — это у нас рыба. Конечно. И, конечно, от рыбы зависит вообще вкус всего пирога. В данном случае, смотрите, какие у нас замечательные кусочки. И вот мы прямо укладываем. Да, что-то вот перцем, да, положили? Да, с черным перцем немножечко. Так, я, конечно, обещала присолить, но забыла, но ничего страшного, потому что у нас рыба присолена.
Когда вот такие крупные кусочки, конечно, намного вкуснее все. Но если не получается, или, допустим, с рыбой там, скажем так, не так много ее, да, то можно и мелкие кусочки. А когда нету чира, например, сейчас сезон, да, зима. Ну, другую рыбу можно взять. Можно взять другую рыбу. Практически любая рыба, по-моему, подходит, Практически любая рыба. кроме карасей. Ну да. По-моему. Пирог с карасями я еще... Ну да, ну тут сейчас как раз тот момент, что количество обилия рыбы в любом случае ничего не сделает, не испортит. Да, Же? да. И все, да? И все. И затем сюда, значит, снова идем с рисом и с луком. С рисом и с луком. Да. Так, ну давайте. Вот так. Мы весь рис уже кладем. Мы уже кладем весь рис. Ну тогда уже можно вывалить, и потом уже мы будем потихоньку разравнивать. Да. И, значит, добавляем. Да, и теперь лук. Лук. Да. Так, мы еще должны воткнуть эти лаврушечки обязательно. Ага. Тоже тут сильно не надо переборщить, да? Лаврушкой? Да, потому что... Чисто для аромата, да? Чисто для аромата, буквально каких-то... Так, лук, рис мы разровняли, лишнее убрали. Вы прям так ломаете и так да, какие-то местами складываете? Местами отдельные части. Ага. Письмо счастья, мы так называли. Если кому достанется, да, уже да, так. Тому будет хорошая новость, да? Ну и верхний слой. Сейчас мы немножечко здесь... А давайте вот так. Давайте. Скалки нету, и нам принесли вот это. Голь на выдумке хитра, скажем так. И это будет, скажем так, крышка, да? Это будет крышка пирога, верхний слой. Вот таким образом складываем тесто, чтобы его туда водрузить. Удобнее было, да? Да. И давайте вот так местами поменяемся. Так, ну, в смысле, чтобы удобнее вам было и здесь снова работать. Раскладываем. Так. И покрываем уже наш пирог. И какими-то такими хитрыми защипами, наверное, да? Да. У нас тут немножечко схватилось. Ну ничего. Ну ничего. А мы смазали? Сейчас смажем. Противень же смазали, чуть-чуть да? смазалась. Низ. Ага. Ну все, я вспомнил. Я помню, руками раскладывали. Так, зашипили. Ну все. Сейчас мы можем... Пирог у нас практически готов. Сейчас мы ему... Что мы сейчас делаем? Окончательно, перед тем, как уже отправить в духовку. Мы его протыкаем вилкой. Так. Красивенько. И смазываем яйцом. Яичко. Чтобы была так, нам надо, тогда, получается, здесь разбить яйцо, да? Да. Чуть-чуть взбить? Угу. Да. Вы возьмите вилку, а мне дайте нож, пожалуйста. Давайте. Да. Вот так вот. Упс. Икс. Угу. Да, вот классический узор, как и мужскую лепешку. Вот, и смазываем все это яйцо. Вваливаем прямо? Наверное, нет, наверное, думаю, лучше мы сделаем так и потихонечку. Да? Жилком, да? Ну, или весь? Можно весь, но большинство вот желток. Больше желтка. Да. Желтка. Хватит тогда. Все вот таким образом. Давайте покажем. Вот что у нас получилось. Зовем нашего помощника. Семен, будь добр, возьми, пожалуйста, наш пирог. Итак, пока наш пирог
томится и готовится в духовке, мы будем делать чай, да? Да, Да, мы сделаем смотри. чай. Я предлагаю сделать чай с лимоном, с имбирем и с медом. Да, В ну общем-то, как раз такой достаточно такой, иммуномодулирующий эффект да. получается. У меня тут чай тоже с какими-то добавками. Ага. Я люблю такие чаи, различные купажи. Вот Такой он. сборный чай, да, тогда Да. получается? И тут можно чуть-чуть порезать имбирь. Имбиря подрезать? Давайте как? чуть-чуть. Ну, абсолютно Мелко, да? Мелко, да. Мгм. Вот, я думаю, это вот будет достаточно. А, вот так даже. Да. Хорошо. Мгм. Мы берем сюда да, тоже кладем. да. Сюда ложечку меда Мгм. И лимон. и лимон. Лимон, я думаю, мы можем даже, Вот так, наверное, половинку туда Выжать, да? выжать. Да. Так, попробуем. Хм. Ну, хватит. Все. Мы сделали иммуномодулирующий чай. Мощный чай, заварим Да. его, дождемся нашего пирога и продолжим наше общение. Скажите, пожалуйста, как человеку, ну, допустим, мне, понять, что пора обратиться к эндокринологу? Какие нужны симптомы или внешние проявления? Тем более, что вы говорили, что вот по внешним признакам Да, можно уже действительно. поставить предварительный диагноз. Существуют периоды в жизни, когда вы обязательно должны все-таки показаться эндокринологу, и считается, что вот в период диспансеризации после 40 лет вы обязательно должны знать свой уровень сахара в крови. В первую очередь. В первую очередь. Так. Это обязательно, и если вдруг там будет выше норматива, то далее вас отправят на либо Более тест с углубленный. нагрузкой, либо посмотрят гликированный гемоглобин, в общем, более углубленный значит, осмотр, исследование уже либо исключат, либо подтвердят диагноз сахарного диабета. Это в первую очередь, и сахарный диабет на самом деле ну, каким-то образом на внешность не влияет, то, о чем я Первично. говорила. Да. Ну, потому что Но- считается, что сахарный диабет раньше было, ну вот, Ну да, тем не менее, В теле, все-таки, скажем скажем так, внешние проявления инсулинорезистентности, это в первую очередь ожирение, особенно по типу яблока или абдоминальное, да, в Ну, области вот живота, такое. да? Да. То есть, если мы измерим там окружность талии, она будет больше, чем окружность бедра. Есть еще такие косвенные, скажем так, признаки инсулинорезистентности, как, например, черные локотки, либо в местах трения, вот когда темное, там бородавочки появляются Так. очень у полных людей. Ну и кистообразование тоже является, в общем-то, подспудно проявлением инсулинорезистентности. То есть если у женщины поликистозные яичники, еще где-то кисты появились, нужно задуматься, не является ли причиной инсулинорезистентность, а далее, соответственно, чтобы эту инсулинорезистентность преодолеть, всегда вырабатывается больше инсулина. Это, соответственно, повышенный аппетит, это усугубление ожирения, и в дальнейшем это может привести к сахарному диабету второго типа. вот так. Да. А что касается каких-то вот таких прям проявлений, которые вас могут, в общем-то, насторожить и отправить к эндокринологу, это, конечно же, какие-то уплотнения и увеличения в области шеи. У нас щитовидная железа располагается вот где щитовидная где хрящ, вот чуть здесь? пониже, вот Так. где еремная ямка. Там, если у вас появилось какое-то увеличение, которое мешает носить водолазку, предположим, да, или вы стали поперхиваться пищей, ну или пальпаторно сами определили, конечно, это повод для того, чтобы пойти к эндокринологу, и вас посмотрит эндокринолог и визуально, и пальпаторно, отправит на УЗИ, если есть необходимость, на гормоны щитовидной железы, и гормональный ваш статус уже нам подскажет, как ваша щитовидная Дальше железа действовать. себя чувствует. Да, потому что, ну, не секрет, что в любой болезни очень важна ранняя диагностика. Так Да, же, безусловно. Лучше предотвратить, нежели лечить Уже потом, когда, какие-то скажем так, последствия. поздний путь биржовый, часто Да, да, есть такое, да. Да. Ну, не шутка, не в шутку, ну, как говорится, такие дела. Но у нас действительно же народ, обычно мужчины, пока вообще все не отвалится, говорят, ай-ка, я к врачу не пойду,
и это в порядке вещей. Да, Ну, к сожалению, вот такой менталитет у нашего населения. Да. И мы стараемся вот все здравоохранение, в общем-то, изменить. Вот такие подходы, да. И вот эти чек-листы, так называемые, когда человек чекапы, да, когда полностью проходит исследование, они необходимы именно для того, чтобы был ранний онкопоиск, ранняя диагностика вот этих вот хронических неинфекционных заболеваний, которые с возрастом на самом деле все-таки бывают чаще. Поэтому вот определенная диспансерная группа, она имеет определенные диагностические поиски. И не нужно игнорировать, когда вот призывают, да, на диспансерное наблюдение, поскольку вроде бы те же рутинные анализы, просто общий анализ крови сдал, казалось бы, каждый год меня мучают, берут. На самом деле это достаточно информативные анализы, которые могут в дальнейшем направить на поиск и, возможно, рано выявить какое-то серьезное заболевание. Не дай бог. Ну да. Лучше, да, потому что... если ничего не выявит, слава богу, вы потратили один день, тем более сейчас работодатель и более-менее спокойно дает этот день. Многие, это подносят, как говорится, до лицензии еще на 1 год. Пройдено, техосмотр. Да, техосмотр на 1 год пройден. Ну, действительно, поэтому... сознание населения нужно менять, и это, скажем так, в принципе, даже государственная программа. Да. Итак, есть такой вопрос. Сейчас, в последнее время, мы следим за, скажем так, модными тенденциями, в том числе и в здоровье, медицине. Есть такой термин, как биохакинг, да? С гормонами. Проходит чекап и начинает, в зависимости от того, каких гормонов не хватает. Как вы к этому относитесь? Я отношусь достаточно настороженно и считаю, что, безусловно, есть необходимость в каких-то случаях, да? А в каких-то, возможно, это вмешательство, скажем так, может нанести больше вред, нежели помощь. Да? Допустим, молодые ребята, которые хотят набрать массу тела, например, могут грешить, там, допустим, гормоном роста или инсулином, поскольку это такие мощнейшие анаболики. Да? Я вот против такого направления. Да? Но если говорить о ранней гормональной заместительной терапии и своевременной, скажем так, половыми гормонами, допустим, у женщин, я за, поскольку действительно мы теряем эстрогенный зонтик в определенный период жизни, да, и это приводит к увеличению риска того же остеопороза и, скажем так, увядания кожи, молодости, которую можно очень грамотно, небольшими дозами гормонов поддерживать. Но здесь тоже есть определенные противопоказания, поэтому обязательно, конечно, это нужно делать не самостоятельно, а под контролем врачей. Консультацию специалиста. А не так, чтобы, оказывается, все так делают, а почему бы и не я? Да. Ну, значит, сначала пройти чекап в специализированной клинике, узнать свой гормональный фон. Гормональный фон и плюс те состояния, которые должен врач оценить, чтобы назначить тот или иной гормон. Ну, то есть вы в целом не против? В целом не против. Да. А еще такой вопрос. Вы представитель традиционной медицины, которой мы все уже знаем, что... Хотя и этой традиционной медицины давным-давно сколько-то лет, но в том виде, который мы ее знаем, буквально 1 столетие. Так. А существует еще нетрадиционная медицина. Существуют какие-то тонкие миры, шаманы, утаганы, народные целители и все прочее. Как вы к этому относитесь? К этому я тоже отношусь неоднозначно, но я не скажу отрицательно. Да? Я считаю, что настрой человека имеет главенствующее значение. И если человек верит вот в какие-то потусторонние силы, прекрасно, если это на положительную сторону направлено. Да, если помогает здоровью. Да, поэтому я считаю, что вот такие направления, как
психосоматика, да, вот Да, сейчас да. изучается. Очень много Кстати, это был сейчас, следующий вопрос. да, Я собирался задать. очень много таких вот направлений, которые говорят о том, что сила подсознания, наше мышление, какое огромное значение вообще на нейрогенетику Да. влияет. Да? Я в этом смысле согласна и считаю, что очень много зависит от каждого человека. Мгм. Ну, потому что вот мы не зря упомянули слово психосоматика, потому что многие болезни таким образом, так или иначе коррелируют с некоторыми человеческими ощущениями. Обида – это обязательно рак. Да? Ну, чуть ли не вот так. Да, любые эмоции, они включают Негативные. целый каскад таких вот гормонально биологоактивных таких процессов, Да, скажем да. так, да? И когда вот этот стресс превращается в такой вот постоянный, ежедневный стресс, это все время удар по одной и той же системе, которая, конечно, дает сбой и вот и со стороны клеток, и со стороны гормональных органов. Это, в общем-то, даже наукой можно объяснить, да, что вот эти эмоции Физиологически можно объяснить, физиологически да, да, вызывают всплеск тех или иных гормонов, который не предполагается вот в таком экстремальном режиме, да, и поэтому, конечно, они могут в итоге приводить к тем или иным Как говорится, заболеваниям. тут и поверишь тому, что часто говорят, что все болезни от нервов. Да, Так? все верно. Ну да. Генеральный партнер телепроекта «Просто вкусно» – компания Тескома. Тескома – идеальный подарок себе и своим близким. Огромный ассортимент и изумительное качество. Тескома – все лучшее дома. Всегда актуальный и желанный подарок от магазина посуды Тескома. Тескома – все лучшее дома. Ждем вас в ТЦ «Атлант» первый этаж и в ТЦ «Урасамол» первый этаж. Ну что, друзья, мы дождались, взяли паузу, и вот наш пирог Спасибо. наконец-то у нас готов. Сколько мы минут держали? 40 минут? 40 минут. 40 минут. Вот вам нож. Я возьму тарелку и буду ждать. Как режет обычно? Так. Ой, Ой-ой-ой. Давайте я подержу. Так, да, хрустит, хрустит, хрустященькое шкварчит, хрустит. тесто. Вот наш первый кусочек. Первый кусочек. Вам. Давайте. Так. И что, пробуем? Да, можно с маслом. Семен стоит, головой качает. С маслом. Ну что, друг, приятного аппетита нам. Попробуем, что у нас получилось. По-моему, мамин пирог удался. По-моему, очень вкусно. Спасибо. Здоровско. Давайте я вам чай подаю. Да. С чаем нашим иммуномодулирующим. С лимоном, с имбирем. Запивать. Приятного аппетита. Обожаю свою работу. Нам подсказывают, что наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Любовь огромная вам. Еще раз спасибо за интересную беседу, за вкуснейший пирог. И у нас традиционная традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Я бы хотела призвать всех телезрителей, чтобы много не переедать, сделать такую традицию, приглашать гостей на моноблюдо, например, на пирог. Поэтому, когда вот, скажем так, вокруг одного блюда будет весь вечер, это будет прекрасно, с одной стороны, а с другой стороны, вы не будете иметь возможности много переесть. Вот такой Скажем совет так, правильно. от эндокринолога. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была заместитель директора мединститута
нашего Северо-Восточного федерального университета Любовь Сидыкова. Любовь, еще раз огромное вам спасибо. А мы, друзья, на этом с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы. Всегда просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.